На импровизированных часах время молодых и перспективных. С этого момента свои двери открывают новый, первый в республике молодежный культурно-досуговый центр. Улыбки детей вовсе не сценический образ, ведь культурное заведение такого масштаба – мечта каждого из них. Хотим сказать спасибо и пожелать добра за центр, за веселье, за праздник без конца. Ведь нам Роснефть построил для радости детей прекрасный центр. Браво! Спасибо! Делай асфальт! Это еще один объект, который построен по линии Роснефти. Первое соглашение с компанией Ингушетия подписала в 2011 году. За это время в регионе были построены автозаправочные станции, учебные заведения, конно-спортивная школа и другие важные для Ингушетии объекты. Вот и сегодня в жизни республики радостное событие – открытие молодежного культурно-досугового центра. Здесь каждый желающий найдет себе занятие по душе. В центре можно заниматься танцами, играть на музыкальных инструментах, заниматься в спортивных секциях, а любители народного промысла ждут студии изобразительного декоративно-прикладного искусства и мастерская по пошиву национальных костюмов. Пусть молодые люди найдут здесь применение своим талантам. Большой вклад в реализацию успешных совместных социальных проектов, которые значительно повышают уровень жизни граждан, внес глава Республики Ингушетия, за что мы выражаем вам, уважаемые Ленуцбек, помогли слова искренней благодарности. Потом молодежь будет находиться, заниматься, работать и развиваться. Но самое главное, что многие творческие коллективы здесь нашли свой дом, и мы решили стратегическую проблему по именно устройству и размещению наших творческих коллективов. Конечно, без такой поддержки Роснефти мы никогда себе с этой задачей не справились, поэтому огромное спасибо Игорю Ивановичу Сечину, который идет нам навстречу. Не успели открыть новый центр, а будущие воспитанники уже демонстрируют свои таланты, встречают гостей зажигательной лезгинкой. Первым делом представители Роснефти и глава Ингушетии посетили зал для занятий хореографией. Тут репетицию проводит ансамбль «Ингушетия». До сих пор артисты ютились в приспособленном помещении. Благодаря новому центру у них появилась возможность полноценно заниматься творчеством. Далее гости посетили просторную костюмерную артистов, своего рода хранилище истории ингушского танца. Здесь мужские и женские наряды, в которых танцоры выступают на международных фестивалях. Сейчас они обрели настоящий дом, благодаря вам. Имущество не портится. Это костюмы нашего главного государственного коллектива, с которым они выезжают по всем странам мира. Недавно мы выкладывали с нашим главой республики, начиная от Израиля, заканчивая Турцией, Испанией, Германией, Францией. Этот коллектив прославляет не только Ингушетию, но и всю нашу Россию. Поэтому вот благодаря вам мы обрели такой дом, такое хранилище, где костюмы не повреждаются. А вы можете вот это вот заполнить водой, так для демонстрации поставить? Как таскали? Конечно. Вот это же настоящий? Да, с кувшинами, да. Сколько литров красивый. Ну, где-то литров 7-8, до 10 литров. Фото на память, а экскурсия по новому центру продолжается. Гостей здесь удивляют на каждом шагу. Еще один зал русского народного танца. Приятно удивляет гостей выставка достижения прикладное искусство, картины, национальные костюмы. Здесь будут делаться как репетиционные образцы, да, мячи, вот они. И так и вот эти вот традиционные личики, в которых ребята видели танцуют. Вот этот молодой парень, который будет обучать ребят, это бычья шкура, которую они приобретают, естественно, ну а всю остальную работу будут делать. А с рыбьей школой? Нет, у нас очень большой дефицит вот этого наименования, поэтому нам надо обеспечить жертву действеннического комплекса. Сколько вот изнашивается, сколько времени? Очень быстро. В этом досуговом комплексе для посетителей доступны различные виды культурного отдыха. Здесь работает кинотеатр, актовый зал на 135 мест, различные мастерские, швейный цех по изготовлению обуви, кружки, да и это еще не все. Ну а развиваться жители республики в этом центре смогут не только духовно и культурно, также здесь будут функционировать различные спортивные кружки. Это теннисный корт, тренажерный зал и бильярд. За последние годы по линии Роснефти построено и введено в эксплуатацию множество различных объектов. А вот в Ингушском политехническом колледже Роснефть построил очень нужные участки практического тренинга. Они среднее техническое образование получают, да?
Да, ну они даже более того, это уже считайте профессиональный бурильщик. И помбур это уже точно. Потому что у нас здесь все компьютеризировано, задача внесена уже в программное обеспечение. И ребята, вот сейчас, которые сидят, мы как раз делали расчеты по объему жидкости глушения и по плотности жидкости. Они готовы ехать куда-то в регионы работать? Они, да. Юнусбек Евкуров отметил, что необходимо проработать возможность трудоустройства наших студентов за пределами региона. Хороший бурильщик всегда будет востребован, отметил глава. Аварии, газовые таблички, строительство спальни, здесь мы отрабатываем помощник первого бурильщика, да, кто где-то в каком месте у нас работает, это физические лица, которые у нас учатся, также индушные бурильщики, помбуры на 10 то есть твои здесь тоже проходят обучение, они практику или тренировку? В колледже функционируют классы по добыче нефти и газа, класс капитального ремонта, участок добычи газа и света. Эти люди наши из РН «Ингушнефть», мы их сюда направляем приказом, они приезжают, здесь мы их обучаем теоретически, проходят практическое обучение именно на этих участках, и потом они получают свидетельство и приходят к нам дальше работать. Ну а далее рабочие продемонстрировали свои навыки, приобретенные в учебном центре подготовки кадров нефтегазового профиля. Рина Цычоева, Рамзан Миржоев. Новости 24. Затем почетные гости посетили ряд объектов, тоже построенных по линии Роснефти. На заправочной станции Роснефти водителям предоставляется целый спектр услуг. Об этом подробнее почетным гостям рассказывает руководитель дочерней компании в Ингушетии Батырбек Хаматханов. В республике открыты 23 заправочных станций Роснефти. Сеть комплексов будут расширять, обеспечивая водителей качественным топливом. Здесь можно не только заправить авто, но и подкрепиться самому. Тут же располагается и магазин. Мини-кафе работает? Мини-кафе работает. А это по вашему поручению. Я знаю. Потому что вы сказали, площадь у тебя свободно пустует, насыщай ее, чтобы она у тебя работала как положено. Поэтому мы эти мероприятия предусмотрели на всех АЗК. На всех АЗК у нас. Мини-кафе, все, чтобы создать максимум для клиентов. Следующие объекты, на которые отправились гости – новая хоккейная академия «Башлам» имени Фетисова. Средства на ее возведение выделены в рамках дополнительных соглашений между Ингушетией и компанией «Роснефть», заключенных в ходе 20-го Петербургского международного экономического форума. Ледовый дворец включает в себя зрительный зал на 500 мест, вип-ложу для почетных гостей. Также предусмотрен административный корпус. Гости также зашли в боксерский зал, который расположен на 2-м этаже. Школу профессионального бокса возглавляет олимпийский чемпион Рахим Чахкиев. Здесь же в зале передали благодарственное письмо на имя главного исполнительного директора Роснефти Игоря Сечина. Спасибо, огромное спасибо за этот подарок. Это действительно существенный подарок для развития хоккея в Ингушетии. Мы, конечно, за этот подарок, вы не думайте, мы достойных хоккеистов воспитаем. Ну и в завершении, по приглашению председателя правительства Руслана Гагиева, гости посетили башню Согласия. Это главная визитная карточка Магаса. Представители Роснефти смогли не только ознакомиться с величественным строением, но и были приятно удивлены открывшимся видом со 100-метровой башни на столицу республики.